Я не умею вести эфиры, но помимо этого еще буду, наверное, сильно волноваться, потому что сегодня у нас именно тот человек, ну, лично для меня, если говорить о футболе, выше этого уже нет. То есть у меня не получится побеседовать с человеком, кто бы для меня значил больше. Именно если мы говорим об осетинском футболе, потому что совершенно уникальный человек. Вы знаете, в истории любого клуба, большого клуба, бывают голы. Главные голы этого клуба в истории. Ну, их принято назвать золотой гол. Вот в истории Алании тоже есть золотой гол. И самое главное, то что в нашем случае этот золотой гол забил игрок, который по праву в большей степени, чем кто-либо другой, именно заслуживал забить этот гол, потому что вся карьера этого футболиста, ну, она являлась олицетворением лучших лет нашей главной команды. У нас сегодня в гостях Бах Ватидеев, и я ну, действительно даже не могу в это поверить, потому что для меня это... Не могу даже подобрать слов. Я никогда не в детстве не верил, что когда-нибудь вот буду с этим человеком вот так беседовать. То, что сегодня Алания по-прежнему, спустя 30 лет нашего чемпионства, это бренд. То, что наша команда, это узнаваемая команда, ее все знают. Вот в этом я не говорю только его заслуга, но очень большая его заслуга, ну и тех, разумеется, одноклубников, его ребят, которые с ним играли. Поэтому я надеюсь, вот это интервью понравится именно тем, кто эти времена помнит. Золотые времена осетинского футбола. Отец работал в сельской школе директором, мама, водное хозяйство у нас было в Южной Осетии, бухгалтером работала, царство им небесное. И как бы у нас в семье не было такого, что кто-то там профессиональным спортом занимался или другим видом каким-то спортом. Обычная вот семья. Естественно, когда я пошел в секцию, у нас в Южной Осетии было тогда модно было. Практически все ребята проходили через разные виды спорта. То есть вольная борьба, там, ну, естественно, это наша национальная, футбол, гимнастика, там много-много. И потом, вот, что нравилось вот именно, вот, выбирали вот, и оставались вот этой секции. Но мне футбол, конечно. Последний вид спорта, куда я пришел, это был футбол. А какие еще были? Гимнастика была, вольная борьба была. Я даже помню, еще и фехтование было. Ну и остановился на футболе. А вот то, что вот эти виды спорта у вас тоже были, они как-то помогли потом в футболе вот на Да, стадии конечно, становления? конечно. Ну, я много времени не провел в этих секциях, но все-таки вот, гимнастика мне помогла, конечно, потому что это профилактика травм, профилактика всего. То есть это по-моему, всем видам спорта и занимаются сегодня все клубы, и гимнастика, и стретчингом, и всеми теми упражнениями, которые растягивают, подготавливают мышцы к тренировочному процессу, к игре. Если я не ошибаюсь, у вас успех пошел сразу. И ну, мне так кажется, это был прям большой успех, потому что вы сразу, можно сказать, уже еще подростком начали привлекаться в юношеские сборные СССР, молодежные сборные. То есть вот как это произошло, как на вас люди вышли, и это же со всего Союза парня с Южной Осетии вот так заметить, и вы уже ездили и играли с другими странами, побеждали. Как это? Ну, я бы не сказал, что легко все получилось. Потому что, когда я начинал тренироваться, честно сказать, мне давалось все очень тяжело. Да и всю карьеру тоже футбольную, что у меня было, давалось все тяжело, потому что постоянно надо было держать себя, постоянно что-то новое ты должен был усвоить. Техники не было, скорость была, да, какая-то. Единственное, что было, это было стремление просто играть, просто вот попасть и сыграть большой футбол. Вот тогда нам повезло, не знаю, повезло или нет, нас было трое. Это Иналджиев, наш капитан чемпионский, Ахсарчик Бекуев и я. И мы втроем попали в сборную Грузии. И в сборной Грузии уже мы практически вот в то время, во время Советского Союза,
какие турниры были, вот тогда же много сборных было. Ну, то все союзные республики, которые, и много турниров было. Мы за один год, по-моему, все турниры выиграли. Вот сборная Грузия. Мы играли и за Тбилисское Динамо юношескую, тоже выиграли все в советском тогда чемпионате. А сборная еще не сформировалась в то время, пока мы начали. То есть только начала формироваться. Тогда тренером сборной юношеской сборной СССР был Борис Петрович Игнатьев. Всем нам Да, известный. да, конечно. Он разослал всем вот этим тренерам, чтобы они направили ему список кандидатов, чтобы он их пригласил на первый сбор, и чтобы он их рассмотрел, увидел, и, естественно, он формировал сборную юношеской СССР. Тогда, по-моему, чемпионат Европы должен был состояться, да, состоялся потом, и формировалась новая сборная, то есть в этой возрастной группе. Ну, я как узнал потом, я не попал. Я и Инал не попали. Бекоев Ахсар попал, а вот мы с Иналом не попали. Вот тот расширенный список, который тренер сборной Грузии дал Борис Петровичу. То есть там 8 человек, по-моему, было. Я уже не помню так, но, по-моему, 8 человек было. Ну и как-то человеку тоже, ну, если у молодого там спортсмена нету самолюбия, я думаю, что далеко пойти не может. Его дело, его стремление вот, заниматься профессионально спортом. Ну и как-то вот это задело. И мы играли, вот тогда у нас подгруппа была в Москве, я как сегодня помню, в Лужниках у нас турнир был. Подгруппа у нас была, вот сборная Грузии. Ну и вот туда и пришел Борис Петрович, чтобы посмотреть кандидатов, которые главный тренер Николай Амиреджиби тогда был главным тренером. Он тоже, кстати, очень много сделал для нас. Он вот, нас прямо он оберегал. То есть, ну, естественно, мы тоже давали результат. Мы не были на последних ролях в сборной Грузии тоже. И вот когда Борис Петрович пришел, он тогда уже на карандаш поставился. И вот тогда я первый раз попал, вот, пригласил после этого турнира, там подгруппа у нас была, и потом финальная часть. И вот тогда он пригласил. Я помню, еще в Москве мы остались вот на первый сбор. Я первый сбор тоже помню в Новогорске. Насколько вот интернет позволяет изучить, там был чемпионат мира, да, и команда хорошо шла, и там вот это поражение, до сих пор о нем пишут от сборной Нигерии. Вы там забили гол. После вот того, как образовалась сборная юношеская, мы поехали на первый юношеский чемпионат Европы. Это было в Греции. Да, и мы заняли тогда 3-е место. Помню, как с ГДР мы играли, и по пенальти мы выиграли. То есть только-только входили. Через 2 года мы уже стали чемпионами Европы. Это уже в Чехословакии тогда. И выиграв чемпионат Европы, мы попали на чемпионат мира, который потом проходил в Саудовской Аравии. Конечно, мы были фаворитами. Ну, естественно, как действующие чемпионы Европы, прошли ровно, без потерь под группу, ну, в четвертьфинале вот с нигерийцем, как вы сказали, вот с А нигерийцем. что случилось в этой игре? Мы знали, что если мы выигрываем, мы выходим на Иран. А иранская, как бы она уже матерые такие были игроки, почти половина состава национальная была, насколько я помню, и даже уже на подходе были. Ну, хотели как-то сохранить, видимо, силы. Не знаю, ну, 4-0 ведем. Ну, кто мог подумать, что за полчаса игра закончится в ничью, понимаете? Борис Петрович уже начал снимать игроков, но думал, ну, естественно, он тоже, наверное, думал, что мы сейчас в полуфинал, чтобы дать игрокам побольше времени на восстановление, и чтобы лучше выступить там в полуфинале. Ну, потом, когда нам пока забили 1, потом залетел невозможный 2. А когда уже 4-2, остается еще 15, по-моему, минут, и уже... Соперник окрылен, наоборот, да? Естественно, соперник уже поймал кураж. Мы, наоборот. И вот мы могли еще, по-моему, в основное время проиграть. Могли еще. Ну, потом, естественно, уже мандраж пошел. 4-3 уже там... Понятно. Я еще помню, Инал еще шутил надо мной, говорит, тогда, говорит, в советское время кассету, вот эту кассету, которая
запись этой кассеты, говорит, разослали по всем школам Советского Союза, детско-юношеским. Говорит, вот как нельзя играть в футбол. Да. Ну давайте тогда о уже этапе вашей карьеры здесь, в Владикавказе, как поступило предложение, как вы пришли в команду, что это была за команда? Я помню, тогда с Иналом договорились, что мы можем сделать для своей Осетии. У нас команда играет в первой лиге. На самом деле, вот я ничего так не убавляю, не прибавляю. Я ему говорю, Инал, давай что мы можем сделать? Останемся или пойдем дальше, поднимать свою Осетию. Что мы можем сделать? Мы можем принести для Осетии что-то хорошее для людей, чтобы вот футбольные все дела. Ну, говорит, хорошо, говорит. Я к нему прихожу, я говорю, пойдем посмотрим, по Владикавказ съездим, как там наши друзья, здесь Царство Небесное, Сережа Газданов играл. Мы в сборной тоже поиграли вместе, дружили. Он тоже привлекался в сборную? Он тоже привлекался, да, в сборную. Стас Хавребов привлекался в сборную. Пришел к ним, я говорю, сегодня не могу. Я говорю, ладно, тогда я тоже тоже домой. Вернулся домой. Ну и вечером он мне звонит. Говорит, срочно, говорит, там главный тренер был Спартака Цхинвал. Срочно, говорит, Чито его Козаев такой был. Царство, хороший человек был, хорошим тренером был. И говорит, срочно, говорит, к нему домой. Я говорю, что случилось? Говорит, ну, к нам, говорит, приехал, надо, говорит, вот. Я говорю, я никуда не поеду больше. Я говорю, я к тебе пришел. Так разговор у нас. Говорит, Валерий Георгиевич, говорит, приехал. А вы знали, кто это такой? Да, конечно, знал. Я очень хорошо помню даже его игры. Мы болели и за московское «Динамо», где он играл, и вообще, где вот наши... Я не буду националистом, но националист в хорошем смысле этого слова. Мы болели за них, но это жизнь. И за Газаева, и за Гуцаева, и за всех ребят, которые играли, где мы слышали, где они играют, мы всегда болели за них. Поэтому я следил, конечно, за игрой Валерия Георгиевича. И он и в тбилисском «Динамо», да. Когда я еще играл там, он приехал как раз, сезон отыграл, и даже в тренировках мне посчастливилось вот и с ним, и с Гуцаевым вместе потренироваться. Ну, я уже под основным составом был, ну, тогда еще... Они заканчивали, вы начинали? Да, они заканчивали, вот, и я начинал. Ну, и Валерий Георгиевич приехал, говорит, ну, я говорю, хорошо, говорит, сейчас подойду. Ну, и когда подошли мы с Иналом, ну, Валерий Георгиевич сказал, говорит, все, говорит, нам надо ехать во Владикавказ, будем поднимать нашу остинскую команду. И практически тот же вечер, или на следующий, я уже не помню, в тот же вечер мы уехали вместе с ним. Подкупило то, что у меня были предложения в Москву. То есть тогда уже Грузия уже отходила, свой чемпионат должен был быть, Прибалтика тоже, по-моему, тогда, насколько я помню. Ну и чемпионат СНГ, по-моему, вроде тогда состоялось еще. Я вот так, да, по-моему, состоял. И вот приглашение, говорит, у тебя, говорит, есть. Ты, говорит, мне просто скажи, в какую команду. Ну, честно, уже отдал слово, и уже никак. И хотелось мне играть. Я один раз приехал, я не помню, по-моему, в 89-м году тоже было, или в 88-м, я не помню. И я попал на игру. Сюда? Спартака Орджоникидзе, да. Я не помню, с кем команда играла, я сидел среди болельщиков, среди тех, вот, которые, как мы их называем, да, вот там трибуна наша, восточная, да, трибуна. Я высоко сел, мне очень понравилась вот атмосфера, честно. Вот на стадионе, вот как. И столько народу, знаете, первая лига все равно, и я не помню, по-моему, 15 или 20 тысяч зрителей было. Сегодня 15-20 увидеть на игре первой лиги, это даже в премьер-лиге, да, скажем так. Да. Ну, я уже представлял, где нам придется играть. То есть я вот этот ажиотаж уже чувствовал. Я чувствовал, Инал, может, нет, но я его чувствовал. Понравилось то, что Валерий Георгиевич решал только высокие задачи. Вот даже тогда? Даже тогда, да. Наша задача
выйти в высшую лигу. А вы представляете тогда, какой состав был в первой лиге, да? Если вот так оглянуться, посмотреть, там практически все команды играли в высшей лиге, чемпионат Советского Союза. Практически. И мы среди них. Но мы же тоже играли в далеком 70-м году. Поэтому очень интересный чемпионат был, честно, да, но даже вот и... Ну, сразу как бы вы почувствовали, что можете выйти в высшую лигу? Или как-то уже по ходу сезона? Нет. Мы почувствовали как, задача была. Задача сразу. поставлена была, что да, у нас задача. И каждый уже знал, что у нас тогда не было такого, как кого-то вот остерегаться. Или, ну, нам как-то, может, по молодости вот так было, не знаю. Но уверенность была, что мы можем. Вот уверенность была, что мы можем выйти. А вот вспомните, я на этой игре не был, но много о ней слышал. Это матч с Пахтакором 3-4. Мне часто рассказывали, что команда проиграла, но болельщики аплодировали. Что за игра была? Я еще сегодня, вот, честно, вот вспоминал, вот не знаю почему, просто вот мысли какие-то у меня в голове вертелись, и вот я вспомнил эту игру. Там у них Яновский стоял на воротах? Да, там Яновский стоял. Это что-то уникальное было, и вот эти приятные минуты я помню до сих пор. 3 игры, по-моему, проиграли вот тогда, или 5, я точно не помню, но 2 игры точно мы Пахтакору проиграли. И там на выезде, и дома. Первый тур мы играли там, а второй мы их принимали. Ну, игра была вообще, я скажу, ну, мы забиваем, они забивают. То есть игра на таких скоростях была, на таких эмоциях, что на трибунах не было... За это и любят футбол. За это и любят, конечно, на это и идут болельщики. То есть мы выложились на все 100. Просто, не повезло, мяч не залетел. Это футбол. Футбол за это и любят, что невозможно предугадать. Это же, хотя сравнивать со спектаклем, относительно спектакля. В спектакле мы уже знаем, какие действия будут. А в футболе ты не знаешь, какие действия могут быть в той или иной неповторяющиеся ситуации, да, неповторяющие голы. И мы вот проиграли игру, и мы голову опустили, уже уходим. И когда мы увидели, что вот, целый стадион встал и аплодировал, это надо было видеть. Дальше начался последний союзный чемпионат. Команда достойно выступила. Вот какие матчи вы запомнили? Насколько я помню, вы в Спартаку забили, Черчесову, да? Да. Тот год. Расскажите вот об этом сезоне. Скомканный сезон у нас получился. Получился почему? Мы вышли с первого места в высшую лигу. Тогда высшая лига была. И у нас самоуверенность была, знаете, вот какая-то. Мы как бы не опустились на землю, нас опустили уже на землю. Понимаешь? А потом, когда ты уже догоняешь все это, да, и уже все скомканно сезон получается. У большинства игроков не было опыта игры в высшей лиге. Там у кого-то, у Новикова было, у Васильева было, у кого еще. У меня тоже такого большого опыта не было. Всего там 18 игр. Вот знаете, вот я как болельщик, я помню, вот, не знаю, может вы этот миф разрушите, говорили, что вы были любимчиком у Валерия Георгиевича, и именно поэтому он уходил, он вас всегда с собой забирал, сюда возвращался, тоже вас. Вот в «Динамо» как вы приняли это предложение? Думали ли долго или как? Знаете, как вот для игрока важно что? Важно доверие тренера. Некоторые игроки бегут за деньгами, скажем так. Сегодня дают, бегут. Его не интересует, он будет играть или не будет играть. Всегда думать, что будут играть, естественно. А вот перспективу обрисовать, да, вот буду я играть или не буду, что лучше? Был у нас вот Дима Хомич. Это еще когда, забегая вперед, когда еще тренировал Аланию в непростое время, я ему доверил игру в основном составе. Он заиграл. Он воспользовался этим шансом. Молодец, конечно. Такой одаренный, подающий большие надежды. И он отыграл вот этот сезон и сразу приглашение. Я его просил, я говорю, Тим, хорошенько подумай, потому что тебе здесь доверяют. Тебе здесь доверяют,
ты будешь играть здесь. А деньги, они никуда не денутся, ты их заработаешь. Если ты там попадешь в запас, у тебя не будет игровой практики. У тебя не будет. Это как пример. Я очень уважаю этого человека, поэтому остановился на нем. Но он не послушался. Я говорю, буду я в команде, не буду тренировать команду. Я говорю, останься, тебе доверяют, ты будешь, набьешься шишек, набьешься, получишь опыт, и это для тебя будет бесценно. Потом ты можешь, вратари обычно они долго играют. По долголетию в футболе вратари, они, приоритет у них. Но он не послушался, уехал. Уехал, и мы все прекрасно знаем потом, как ЧВ, я его тоже видел потом после этого, он мне сказал, что если вы вернуть все, ну уже все не... Поэтому я говорю, вот когда тебе тренер доверяет, это очень большое значение имеет. А Валерий Георгиевич мне доверял. Не знаю, любимчиком он был, не был, он этого никогда не показывал, что я любимчик, а это для Валерия Георгиевича все были одинаковые, все игроки. Играл тот, кто был сильнее. Все. Для меня очень большой опыт вот, работа именно с Валерием Георгиевичем. И, естественно, какой игрок не пойдет за тем тренером, кому доверяет тренер. И вот так и получилось. Вот у этап меня, что- Динамо вы его как оцениваете? Как положительный или как вот спустя годы? Для меня положительно. Я игроком основного состава был. Я не помню уже сколько, играя в полузащите, мне удалось забить 8 мячей, передачи делал. Ну, я был основным игроком, то есть я играл. Ну, в Динамо тоже был один неудачный матч. Как так Вот получилось тоже с Это, Айнтрахтом. это я уже, да. Я вообще участвовал во всех этих таких играх, скажем. Да, Там тоже был- посыпалась команда. 6-0 проиграли, да. Потом на 6:0. выезде выиграли. Потом да? выиграли. Кстати, потом на выезде, и вот тогда ушел Валерий Георгиевич, ну, после такого обидного поражения, конечно, нервы не выдержали, и он Вам как дал кажется вообще, главный тренер после такого должен уходить? Или так? Мы не хотели, руководство не хотело. Ну, он импульсивный был, да? Не знаю, наверное, я бы тоже так поступил. Потому что, понимаете, это тренерская работа очень тонкая. Тренер видит, знает возможности практически каждого игрока. И когда команда выходит и играет, он видит и чувствует, что кто-то не выкладывается полностью. Видимо, он увидел вот эти моменты, и не только он, я думаю, другие тренера тоже так поступают. Не знаю, но мне так кажется, потому что когда ты знаешь своих игроков, и они не выкладываются, или они как-то берегут себя, или это очень сильно сказывается и на игре, и на тренировках, ты уже как-то по-другому смотришь на тренировочный процесс, на продолжение своей работы с этими игроками. Ну, дальше, вот как мне кажется, 94 год, вы вернулись, и вот оттуда началось лучшие годы астинского футбола, мне так кажется. Но перед этим, если я не ошибаюсь, вот у вас были те матчи за сборную. Вас, по-моему, на турнир в Америку пригласили. Почему не удалось вот потом на мир попасть? И была ли у вас какая-то, может, обида на это? Вот. Не обиды никакой. Тогда вот подготовительный период был в московском «Динамо». Мы улетели на сборы. В Чили мы были с московским «Динамо». И как раз вот тогда взбунтовались, по-моему, 12 игроков, что ли, они против, я сейчас не помню по какому поводу, но они отказались за сборную играть. Ну и тогда вот пришло приглашение. А команда как раз готовилась на чемпионат мира. В 94 году же это в Америке проходит. А оттуда, с Чили, туда уже до Америки практически рукой подать. И нас пригласили там с московского «Динамо», там несколько игроков было. И там 4 игры, по-моему, или 3 игры сыграли, я точно уже не помню. Сами как считаете, вам удалось свои лучшие качества там показать? Все-таки почему вы в окончательную заявку не вышли? Сборной. Я думаю, что все-таки тренера сборной рассчитывали на других. Возьмем того же, на тех, которых они знали, скажем так. Возьмем того же Веретенникова. Тоже он, Лучший да. бомбардир
Ну, это уникальный игрок, который один решал, такие голы забивал, такие результаты делал, что... И в сборной, по-моему, там несколько игр за сборную сыграл. То есть бывают такие моменты тоже, не знаю. Это все от тренера зависит, сборная, которая... Ну, у вас которая... прям вот ничего не осталось, вот злости на это. Потому Нет, что уже конечно. даже потом в 90-е, и не только это Ну, мое мнение, я же представлял, я же понимал, что к чему, и что мне злиться. об этом То, просто много и писали, и говорили, что именно Ну, а вы, кто его, может, недостойный был? ну вы сами Да. как считаете, достойны Ну, были? если не брали, значит, недостоин А был. кто на вашей позиции играл в сборной? А я не знаю, я не помню, там многие играли. Там и Цимбалар играл потом, и Бородюк играл, по-моему, насколько... Ну, много игроков там было. Хотя моя позиция тоже не была... Вот, сказать так, что вот в одной позиции играл, такое тоже не скажешь. Я практически в полузащите в любой позиции играл. И в нападении. Вы как-то, мне кажется, все-таки скромничаете. А вот как вы по Пагаеву скажете? Вот кажется, что он тоже был достоин сборной. Да, он тоже, конечно, Артур тоже не реализовал себя полностью. Именно вот вы, мне кажется. Да, прям. да, да. Да, Артур, это даже разговоров нету. Ну, вот чуть-чуть бы Артуру стабильности, мне кажется, ему равных не было в сборной. Я в интервью читал, что среди многочисленных голов, которые вы забили, у вас любимый гол в ворота московского «Спартака». Вот в мае 30 лет будет. Это была первая победа над «Спартаком», которую мы одержали, ну, в российской истории. Это тоже был матч перед чемпионатом мира. Вы как-то особо настраивались на ту игру тогда? А на московский «Спартак» все особо настраивались. Все команды практически. Мы с ними конкурировали всегда. Конкурировали в каком смысле? Мы не боялись никогда. Если вы помните первый чемпионат России, мы второе место тогда заняли Да, в да. чемпионате. Ну, там Первое «Спартак». счет был крупный. Ну, тогда определенная ситуация была, скажем так. Мы практически неделю не готовились. А какая ситуация? Это, вы имеете в Москве, которая игра была. А И там дома оба тоже. были, да, там Да, 5-2, да, 5-0. поэтому да. больше тогда ничего не скажешь. Ну вот тот матч, вот именно 94-й, его многие запомнили, гол очень красивый, ворота Стауча, но Спартак жаловался, мол, грубо, говорит, играли против нас там. Мы шли к этому, к этой победе. Потому что мы проиграли там. В 92-м году, 93-й год. И знаете, как вот уже мы шли к этому, вот к этой победе мы шли. Неважно, я забил, и там мог любой из наших игроков забить. Поэтому цена тем, что вот первый раз, да, удалось, и при полном стадионе, и пришло, а грубо как? Грубо, жестко играли, да, по-мужски играли, да. Грубо, если бы играли, мы бы красную получили там. После этой игры в Осетии состоялся первый Кубок президента. Как он вам запомнился? Иностранные команды. Да, своей масштабностью. Своей масштаб, представляете, вот с каких стран прилетели, сколько летели, какие команды здесь играли. Это хороший период был. Период, я имею в виду, вот для таких турниров. И команды готовятся, у них в Испании, там, в других странах, в европейских, чемпионаты начинаются в августе, ближе там, к сентябрю. И вот в этот период, это, по-моему, в июне было. И этот период для них, конечно, очень важен тем, чтобы игровые эти моменты наладить. Вот, и они вот ездят на эти турниры. То есть, наверное, если у них в разгаре чемпионат, очень тяжело устраивать такой турнир. Жалко, что вот только 2 года удалось продержаться. Я еще помню с ребятами, вот, с которыми я общался, дружился, это со сборной, как они, когда они видели вот этот турнир, стадион полный там. В России такого Да, не в России было. такого не было, да. Они были в восторге, говорят. Ну вот давайте подойдем к 95-му году. Была книга такая, я не знаю, кто и автор, но она еще вышла перед 95-м годом. И я хорошо помню ваше интервью, и оно завершалось такими словами. Вот я даже могу процитировать. «Я не удивлюсь, что монополия московского «Спартака» завершится в этом году». Это были ваши слова. Это в каком году было? Перед стартом 95-го года. А. И вот мне интересно, а
откуда была уверенность, что вот у этой команды, которая тогда там в Европе всех сносила, 3 года подряд чемпион России, там крупные счеты, куда ни поедет, там 8-0, там Уралмаш выиграет. Откуда у вас была уверенность, что их монополия завершится в этом году? У меня уверенность была в ребятах, у меня уверенность была в главном тренере, который вот эту уверенность игрокам передает. И тогда состав у нас собрался приличный. Кстати, многих из них вы уже знали. Конечно, И по играли, сборной, и да. играли вместе. И сборная играли, и очень много, ну, практически всех знал. Поэтому, зная состав, который у нас тогда подобрался, ну, однозначно мы бы дали бой. Если бы даже не выиграли, мы бы дали бой. А вот говоря о составе, все-таки можете кого-то отметить? Вот, ну, как вам кажется, вот кто особенно повлиял на игру именно из игроков, из футболистов? Все. Там выделить вот кого-то конкретно, начиная от капитана команды Иналаджиева, который вел за собой команду, и заканчивая вратарем, все лидеры. Каждый мог решить задачу. Вот если сегодня не идет у нападающего, задачу решит полузащитник. Если полузащитник и нападающий не могут, то задачу решит защитник. А за климат кто отвечал в команде? Вот то, что столько национальностей, столько игроков и вроде как семья. Вот это кому вот? Ну, за климат как? Ребята собрались, все, скажем так, порядочные. Никого не было такого, чтобы кто-то тянул на себя одеяло. Естественно, климат задает капитан команды, климат задает и мы, в конце до концов, которые вот местные, скажем так. Потому что если человек приезжает с Узбекистана, с Азербайджана, и он чувствует себя здесь чужим человеком, ну, он же не будет играть. Он же не будет, может, будет играть, но сердцем, душой этот человек не будет отдаваться. Поэтому вот, мы были уже в команде. И вот те ребята, которые приехали в том году, в 94-м, в конце 94-го года, вот удалось объединить вот все в одно целое. Мы были одно целое. Ну, 95-й год команда сразу, можно сказать, хорошо стартовала. Ну, там были пару матчей, но все-таки понимание того, что вот первое место близко, у вас когда пришло? Что вы его уже не отдадите, это первое место? Честно, такой уверенности не было, что мы не отдадим это первое место. У меня, по крайней мере. У меня боязнь была того, что у нас могут появляться провалы. И вот когда второй круг начался, и Локомотив начал всех крушить, я такого никогда не видел. И раз, у нас 11 очей, по-моему, после первого круга было. Задел был второго места. И раз это уже тает. Как бы, ну, мы где-то в ничью сыграем. И вот когда уже уже такой уверенности не было. Сначала, может быть, а потом уже раз, знаешь, они легко проходят всех. А мы натужно играем. Уже видят, что мы на чемпионство рвемся. И всегда вот, игрокам хочется себя показать именно с той командой, которая на ходу, которая выше стоит. Ну, как, например, ну, раздражитель, скажем так. А против нас выходят, и не было уверенности. Даже уверенность появилась только тогда, когда Локомотив первую игру проиграл с Уралмашем. Уралмаш, да, большое вот дело. Тогда, Да. вот тогда уже я был уверен, что мы уже чемпионы. А тренере что можете сказать? Ну, он вот с трибун мы его видели как очень амбициозного, очень строгого. Как у вас взаимодействие происходило именно? Дисциплина. Не строгий. Просто дисциплина была правильная. За счет вот дисциплины тренировки были, конечно, Как вам скажем кажется, так, очень тяжелые. он всегда справедлив был Справедливый был. Ну, в каком смысле справедлив? по отношению к игрокам? Да. Вы понимаете, вот, игроки все это видят. Если ты несправедливо относишься к одному, другие это все видят. А это все влияет на коллектив. Потом это все влияет на игру, на тренировку, на игру. И уже результат оттуда и плачевный бывает. Такой вопрос. Вот вы, наверное, знаете, да, к сожалению, вот, ну,
много лет прошло, и историю иногда переписывают, и приходится читать, что вот какие-то определенные обстоятельства помогли в том чемпионстве. Некоторые считают, что ключевую роль сыграл президент республики, кто-то еще что-то. Вот мне интересно ваше мнение услышать. Ключевой фактор вот этого успеха, как вы сами считаете? Все звезды сложились в одно. Ключевой фактор – это главный тренер. Это президент республики, от которого вот все началось, вот так, вот эта поддержка. Ни о чем не думали, только тренировка, игра и наши болельщики. Этот ажиотаж, который был в то время. Хочется еще об одном человеке вспомнить. Дай Бог ему здоровья. Если бы его не было, наверное, сегодня бы этого чемпионства тоже не было. Это Сергей Валентинович Хитагуров. Тогда он председатель Совета Министров был, это в 90-х годах. Это он возродил. Тогда Спартак Орджоникидзе, потом Спартак Владикавказ, Спартак Алания. И потом вот эту, как бы, вот эту эстафету, палочку перенял уже дед, как мы его назвали. Царство ему небесное. Но дай Бог здоровья Сергею Валентиновичу. Я очень благодарен этому человеку. Он на самом деле он фанат. Он фанат футбола. Это он сказал, я хочу вот так и так. Он дал всем в первым долгом главному тренеру полный карт-бланш, давайте, делайте. Ни в чем команда не нуждалась. И вот когда игроки видят вот то внимание, которое им уделяется, и чувствуют это, они не могут подвести. Я даже больше вам скажу, вот чемпионский год. Вы думаете, Ахсарбека Хаджимурзаевича мы часто видели? Не знаю. Нет. Мы его видели только после поражений. Он приходил поддержать? Да, он приходил поддержать. Вот именно. Ну и когда чемпионами стали, тогда уже... Ну да, это кадры съемки есть, это да. Как вас встретили тогда здесь? Великолепно. А мы предчувствовали. Мы это уже... Особенно мы вот это чемпионство сильнее почувствовали на игре, на последней игре. С КамАЗом. С Да. КамАЗом. Ну вот 96-й год, на самом деле, вот сейчас, если молодежь послушает, 2-е место в чемпионате России, это же большой успех. Но для нас как будто бы тогда это был, все хотели 1-е место, и команда к этому шла. У вас сегодня вот по истечению вот этого времени нет ощущений, что, мягко говоря, кто-то сильно не хотел, чтобы вы стали чемпионами 2-й раз? Ну, естественно. И в 95-м году тоже, мягко говоря. Уже и в 95-м это было? Да, не хотели. Просто уже поздно спохватились. После 95-м году, после первого круга, нас уже начали травить, скажем так. Ну, зато дотерпели. А вот то, что вы сказали, 2-е место, да, как, 2-е. А мы уже задали такую планку, что нашим болельщикам не объяснишь уже 2-е место. И для нас тоже 2-е место это 2-е и ниже. Есть только 1-е место. Конечно, не самая такая яркая страница нашего футбола, но тем не менее это Лига чемпионов, Глазго Рейнджерс, об этом поговорить, об этом матче. Вот опять-таки, не зная внутренней ситуации, когда жеребьевка состоялась, вот как у болельщиков, лично у меня было ощущение того, что наша команда сильнее. То есть я как-то обрадовался тогда жребию, что думаю, мы пройдем их. Хотя там играли звезды. Это и Лаудруп, и Маккойст, конечно, его все знали. И даже Гасконь был в той команде, но он не играл с нами, но был. Вратарь известный был. И началось же все хорошо. С вашего прохода, как вы вообще легко обыграли защитника, скатили под удар Яновскому, он забивает. Что дальше пошло не так? Пошли судейские ошибки. Потом 1-1. Артура удаляют на ровном месте. Мы остаемся в меньшинстве. И то мы им, по-моему, ни в чем не уступали. Я считаю, что это все-таки опыт. Это опыт. А было, наверное, при счете 1-0, может быть, по-другому сыграть. Может быть, эмоций чуть убавить, чтобы мы красную не получили. То есть вот это все международный опыт. В российском чемпионате, может, это прошло бы, а вот на европейском уровне, вот на таком уровне, как Лига чемпионов,
Это уже по-другому. Ну и потом при счете 3-1 мы еще пенальти не забили. А почему Яновский бил? Обычно кто себя увереннее чувствует, Если взял мяч, если уже- взял мяч, уже никто не подбежит и не скажет, да, я пробил. А вот этот гол, он бы повлиял, он бы облегчил задачу перед следующей игрой, перед ответной? Как вы думаете? Может 3-2. быть, может быть. Ну, там уже разница в один мяч. То есть нас уже 1-0 устраивал дома. Выигрыш, по-любому. Потому что в то время выездные голы Да. считались там за больше, чем дома. А дома уже как-то развалились после первого гола. Не перегорели вы тогда? Вот, может, настрой был слишком И такой? настрой вообще, про настрой вообще даже разговоров нету. Ну, вот просто вот так сложилось, что ничего не получается. И вот такой гол обидный раз, и уже тебе надо отыгрывать 3 мяча. Понимаете? Ну и повалилась команда уже. Уже не собрать. Тяжело пережили тогда вы это поражение? Очень тяжело. Это даже словами не передать. Так или иначе, потом команда собралась все-таки и концовку сезона хорошо провела. Там и Ротор обыграли в красивом стиле. Мы с чемпионами стали. Ну, так решило руководство Российского футбольного союза. И поменяли регламент за 5 туров. Я уже не помню за сколько. Но если мы По играем ходу чемпионата. по ходу чемпионата, да. То есть как? Ну, сейчас кивать на то, что вот так и так, нам надо было обыгрывать в финале. Финальную игру, вот золотой матч. А золотой Уже- матч вас как бы не насторожило тот момент, что вы его в Питере играли? Да, Там ведь наверняка, Конечно. не наверняка, а болельщиков Спартака было в разы больше. да. Мое мнение, для такой финальной игры лучше всего подошел бы Волгоград. Футбольный город. И футбольный город, и расстояние одинаковые. Что с Владикавказа до Волгограда, что с Москвы до Волгограда. А так нам пришлось играть, лучше бы мы в Москве сыграли. В Лужниках бы сыграли, хотя бы 100 тысяч пришло. А наших болельщиков 2000, по-моему, было. И 20 московских. Ну, отсюда тяжело добираться до Питера. Нашим болельщикам было, конечно. Мы же это все понимали и понимаем. Я говорю, лучше бы в Москве сыграли, хотя бы больше народу пришло бы. А может, мы бы и выиграли. В том матче тоже было много моментов. И у вас был момент, помните? У меня там был момент, да, с вот пустых если бы ворот забыл. выбил, да. Да. Ну, дальше, к сожалению, уже начались такие трудные времена для гостинского футбола. И 97-й год, лично для меня кажется очень странным. Я его только так могу назвать, потому что игроков вроде было очень много, высококлассных футболистов. Но результат получился, мягко говоря, не очень. И для вас тоже, хотя именно в тот год вы сделали свой первый в высшей лиге хэт-трик, но в целом, наверное, не самый лучший сезон. Вот в чем причины, на ваш взгляд? Тот год, я помню, подготовительный период. Тогда Ваня Гицко, по-моему, у нас Да, был, да, это вот тот год, да. Да, он очень много мячей забил. Мы там играли, я скажу, чемпионский мы уже так все. Ну и начали тоже очень, Все и да. болельщики уже ждали того, что мы там никого не почувствуем. А моя ситуация не футбольная, я бы не хотел об этом говорить. Не по футбольному Какие-то сложилось. другие Да, вещи. какие-то другие вещи были. Ну, удалось на самом деле, хотя бы вот это осталось с этого года, что хитрик сделал Хитрик, да. ЦСКА. Думаю, вот смотря со стороны, тут какая-то самоуверенность была. А климат хороший был в команде? Не такой, как в чемпионском году. И не такой, как в 96-м. Ну вот Мягко со говоря. стороны так и казалось тоже, да. Но это вот бросается все в глаза. А когда вы уже говорили об этом, ваш друг Геннал Гаврилович, он завершил карьеру потом на следующий год. У вас как-то это грустно от этого не было, что с детства вы вместе, а вот он уже в 28 завершает? Да, конечно, грустно. Он такой след оставил, конечно, что он уже не будет выступать. Ну, видите, где начинается профессиональный спорт, там заканчивается здоровье. Поэтому все эти болячки, все через «не могу», он решил. О нем что можете сказать? Вот, наверное, из футболистов ближе вас его никто не знает. Что Ну, можете о нем близкий еще? человек,
мой близкий друг, мы с детства вместе. Он очень ответственный. Если бы не он, мы бы, наверное, мы не стали чемпионами. Он объединитель, он лидер. Он все делал. Он все делал для того, чтобы даже если его не касается, он всем уделял внимание. То есть человек, который, вот, если он нацелился, он такой, если он достигнет этой цели. Вот целеустремленный человек. Финт его помните? Вот Да, этот? А вы его не пробовали, этот финт? Или только у него получался? Только у него. Мы еще говорили, он вот, в детстве еще вот, мы разучивали вот, всякие финты, вот, именно Гуцаева. И вот он все время вот это учил, у меня не получалось ни разу. И вы еще шутили, вот, Гуцаев это делал, вот, пластинка раньше какая была? 75, 45 и 33, да? 33 это самое, этот, 75, вот Гуцаев делал на 75 вот этот финт, и на 33. Ну, все равно. Но у него всегда все равно, все знали вот то, что он этот финт будет делать. Все знали, но все равно попадались. Ну, и вот ваш гол «Динамо» в падении головой после его финта. Вот Да, это ну а он очень много голов. Вот, он даже сейчас хочет у меня 2 гола отнять. Какие? Я не знаю. Это, говорит, я забил, тебе, говорит, приписали. Ну, у вас голов много, вы можете поделиться. Ну, дальше, после 97-го у вас был «Локомотив». Как об Это, этом наверное, этапе? самый провальный сезон мой. А почему? Почему так? Не знаю, там есть тоже свои определенные причины. Не удалось закрепиться в основном составе, хотя, как и в московском «Динамо», мне удалось завоевать бронзу. И в московском «Динамо» для меня ценнее, потому что я приложил туда все усилия. Для футболиста да. это важно, да? Когда вот Для меня это важно. Здесь меньше, в московском «Локомотиве». Ну, отрицательный опыт, тоже опыт. Ну, потом уже было возвращение в Аланию. Опять-таки, уже многих не было тех из 95-го года. Вы тогда как вообще себя физически ощущали? Я почему спрашиваю, потому что уже в 2001-м вы завершили карьеру. То есть, казалось, еще в молодом возрасте. Я себя не чувствовал, чтобы я не мог играть. Нет, а почему вы Скажем так рано мягко. завершили карьеру? В Ну, 31. в этом кто-то был заинтересован. Опять не футбольный момент тоже? Да, есть такое дело. Но об этом я бы Ну, не хотел. Да, но это очень удивительно. Да, ну, вы знаете, когда в Алании меняются тренера, и менялись тренера, если помните, вот этот период, Конечно. когда ушел Валерий Георгиевич в 98-м, потом началась 99-м. чехарда, Вот. в 99-м, ну, в 99-м уже 2000-м, 2001-м потом. Вы знаете, вот я никого не хочу сейчас из тренеров винить, обвинять, не, боже упаси. У меня в жизни, футбольной жизни, да, были, наверное, одни из лучших тренеров, у меня опыт. С одним из лучших тренеров. У меня тренером был Нодар Парсаданович Ахалкаци. Тренер, который завоевал Кубок Кубков с тбилисским «Динамо». Кубок УЕФА, первый Астин, который взял, это Валерий Георгиевич Казаев. То есть Борис Петрович Игнатьев, Юрий Павлович Сумин. Даже удалось потренироваться у Бескова. И вот когда ты видишь Владимир Гуцаев, и вот когда ты видишь, что вот, были вот моменты, да, однодневки, вот пришел, ушел тренера, и они в тебя уже не видят. Да, как бы вроде опытный, вроде все отдал этой команде. Но когда ты видишь, что берут игрока, который вообще не будет играть, который вообще не знаю, откуда свалился. Был момент даже один раз, не буду я говорить, кто был, но много игроков было вот на просмотре. Я чувствовал, что на нас не рассчитывают. И со мной были вот наши ребята, вот молодежь, там, другие ребята. Я им говорю, ребята, не расслабляйтесь. Сезон все равно придется спасать нам. Вот так и получалось.
Так и получалось. Для меня было очень удивительно, что вы так рано завершили карьеру, но вы также рано начали карьеру тренера. Даже, по-моему, до сих пор, если взять российский футбол, я вот точно не знаю, но в тройку вы точно входите как самый молодой российский тренер. Может, даже самый. Вот точно не уверен. Как вы это решение приняли? В таком возрасте начать тренировать и чувствовали в себе вот силу, уверенность? Я не принимал, как раз вот о чем вы говорили, вот и о чем я сказал, что ушли, я уже в заявку не попал, естественно, был разочарован, я долго в себя не мог прийти, уже никуда не хотелось, я мог еще поиграть, конечно. Ну да, вы На много хорошем, забивали, да. вот тот Я год мог еще еще, забивали. да, и были предложения, но уже как-то я устал уже разъезжать, я хотел завершить карьеру. Ну, вот и полгода прошло тогда, и команда, вы знаете, на каком месте была, то есть в нижней части турнирной таблицы. Вот тогда связались с Борисом Петровичем, и мы вдвоем, я уже как главный тренер взял на себя ответственность, чтобы его, а Борис Петрович как старший тренер, ну, помощник, его как бы не трогаем, что вся вина лежит на мне, вылетит, это моя вина. Но он, дай бог ему здоровья, Борис Петрович, он очень сильно помог, конечно, в плане там построения и всех тренировочного процесса. Это была большая помощь, скажем так, для меня большим опытом. Даже больше, чем обучение на категории там про УЕФА, АУЕФА, БУЕФА. Эту практику ничем не купишь, потому что ты день и ночь находишься с таким большим тренером. И команда в невероятной ситуации спасается. И остается в высшей лиге тогда, премьер-лиги, по-моему, не было. Да? Ну, Да, премьер-лиги, хорошо. скажем так. Вы тогда ощутили на себе вот сложность тренерской работы? Она сложнее это, чем играть в футбол? Да, я скажу сейчас банальные слова, но это на самом деле так. Ты когда игрок, ты отвечаешь за себя, за свою игру. Ты должен показать на то, что ты способен. Вот вместе с ребятами, с которыми ты играешь. А тренер отвечает за всех. И за меня, и за Инала, и за Пагаева, и за всех, за всех. То есть здесь уже ответственность только на тебе, как тренер. А как вы думаете, любой футболист может быть тренером? Не думаю. От характера зависит. Не знаю, все, если бы все были тренерами, слушай, у нас бы играть бы некому было. Тут на первый план выходит именно, вот как вы говорите, характер или все-таки его видение футбола. Вот бывает же умный игрок, Да, а бывает там вот, который чисто физикой берет. здесь все в одном. Здесь и видение футбола, и донесение до игроков. То, что ты видишь, то, что ты хочешь. И донесение не такими словами, этими заумными, да, где игрок не поймет, что ты от него просишь, что ты от него хочешь. Самое главное то, что ты должен сделать коллектив, ты должен объединить. Я поэтому говорю, у меня вот такие тренера были, что я это сам прошел, я это видел. Своими глазами, своими ушами слышал, своим примером вот то, что они показывали. То есть, все одинаковых тренеров нету, каждому свое. Я же видел, как Валерий Георгиевич, например, тренировал, его видение, его тренировочный процесс. Видел Юрия Павловича Семина. И это же совсем разное. Разное видение. Разные, это школа большая. Ну вот вы тогда 2 раза Аланию спасли, но тем не менее тренерскую карьеру, можно сказать, на тот момент как-то вы от футбола отошли. Почему? С чем Знаете, это было вот связано? раз спасли один раз, потом приглашают, руководство меняется, опять приглашают другого тренера. Ты вроде собрал команду, собрал коллектив, команда разыгралась. Они уже друг друга чувствуют, то есть мы спаслись. За 12 туров или за 13 туров команда вылезла из этой ситуации и осталась в премьер-лиге. И вот опять рушится все. А почему? Это же от нас же не зависело. Руководство меняется, президент другой приходит. Опять меняется все. И он по-другому все это видит. Игроки разбегаются. Опять. Опять новую команду собирают. Доверяют другому тренеру. Новую команду собирают. Опять полгода и
руководство опять меняется. То есть вот эта чехарда, Там был год, когда 4 тренера было в течение года. а руководство вы не считали? Вот это Вот я не знаю. посчитайте тоже. Вот так они менялись. Каждый видит по-своему, понимаете? А команду же кидает из стороны в сторону. Сколько можно. Наши успехи, да, если бы не было фундамента этого костяка команды бы не было, у нас бы результата никогда не было. В один сезон 10-15 человек уходят, 15 приходят. Опять уходят, приходят. Ну о какой игре может идти речь? Вот так и носила. Такой вопрос, теперь уже много лет прошло, и мы можем как бы по факту говорить, что у астинского футбола была стагнация, были проблемы. Вот как вам кажется, где все пошло не так? Я бы даже сказал, вот еще даже когда вы были чемпионами, у нас же еще было 3 команды. И для меня удивительно, как ребята из Автодора, это и Датеев, это и Яновский, Агаев из Аристона, как они из 2-й лиги сразу могли играть в высшей лиге. Я многим этот вопрос задавал, и достойно играть. Сегодня у нас разве может молодой поехать и за чемпионство бороться? России. Да. Вот где у нас все пошло не так? Почему тогда это было возможно, а сегодня мы об этом даже не мечтаем сегодня? Да, вы правы. Вот давай возьмем, какой у нас перерыв был, когда команды не стало. А ведь детишки же, когда смотрят вот этот ажиотаж, вы посмотрите, как забивались наши школы. Вот школы детско-юношеские. Они же битком шли. Когда вот дети идут вот так, тренер радуется. И не слишком я их знаю хорошо, как детские тренеры, да? Вот когда дети приходят, и у тебя есть выбор, и вот ты выбираешь игроков, и они растут. Больше у нас нету во 2-й лиге команды. Сколько вы сказали команд было? Там Моздок был, Моздок, Иристон, Автодор был, да. Иристон был. То есть вот эти ребята же, они оттуда пришли. Яновский же тоже оттуда пришел. Как вы сказали, Агаев тоже. Много-много ребят. Это наши ребята все. Местные именно, наши ребята. А этих команд уже нету, что им делать? Вот куда они пойдут сейчас другие? Теперь футбол уже другой. Сейчас футбол уже не на тех этих держится принципах, которые были раньше. Но мы должны адаптироваться к тем условиям, которые сегодня есть. Естественно, это финансирование. Если дети не будут выезжать, играть на соревнованиях, но не будут соревноваться, где они будут расти? Вот оттуда все начинается, вот от детей, от детско-юношеских школ. Вообще вот за это время, с тех пор, как вы завершили карьеру, футбол как изменился, на ваш взгляд, сегодня? Футбол стал быстрее, намного. На то есть свои причины, потому что болельщики любят какую игру, да? Скажем, если мы придем Динамичную. на трибуну приходим, мы любим первое, голы увидеть, победы своей команды, голы, моменты, все из этих моментов складывается игра там, обыгрыш, там, красивые действия. Ну, болельщик должен видеть зрелище. Если не видит болельщик, что игрок отдается полностью игре, ну, 2-й раз, еще раз придет, а 3-й раз скажет, да, зачем мне туда ходить, если я там только расстраиваюсь. В чем еще вот эти скорости, вот эта плотность, которая сегодня есть, вы меня понимаете, да? А можно я вот сразу еще один вопрос задам? Вы очень много забили выдающихся голов. Один был тоже особенный, тоже был 2000 год, 2001. Это когда вы с Ашветией разыграли мяч, все поле прошли, с крылья советов и забили гол. Всю команду вдвоем. Вот не умаляя ваших заслуг, сегодня так можно забить? Почему нет? Всю команду вдвоем. Я вам объясню, почему так получилось. Обычно как бывает, да, вот когда команда забивает гол, ну, пока там эйфория идет, там, пока разыграют, команда как думает? Пока разыграют, Время потом да. назад, потом мы еще займем свои позиции там на поле. А мы с Мишей посмотрели, я говорю, Миш, по-моему, они слишком близко к нам стоят, не верят. Я говорю, давай вперед. И мне говорит, давай, говорит. И вот так и случайно получилось, конечно, случайно.
Второй Ну, раз то есть только здесь не знаю. именно эффект неожиданности Эффект сработал. правильно, эффект неожиданности был. То есть они не ожидали, что мы вдвоем пойдем вперед. И вот так нам повезло, что не собранные были, не собрались, скажем так, после забитого ими мяча. Ну вот ваш одноклубник недавно, Умари Тетрадзе, он сказал, что в современном футболе очень мало личностей. Вы к этому как смотрите на это? Я же вам сказал вот то, что все убыстряется, да? То есть сегодня дается минимум времени тебе, чтобы ты мог обыграть. Это доли секунды. И все. И ты должен от мяча избавиться, или тебя вынесут. Но это как-то влияет на то, что сегодня вот у вас, Конечно. я так понимаю, у вас кумир был Марадона, что сегодня Да. таких нет. Нету таких. Естественно. Ну, сейчас, например, Месси уйдет, практически уже ушел. Рональдо уйдет, и кто? Вот кто остался. Я с ним согласен, с Умаром. Ну, а нам, как вы считаете, нам нужно идти по пути вот этого такого атлетизма и вот делать таких игроков, которые вот, ну, просто дают результат, или все-таки нужно как-то вот... Мое техно- мнение балансировано. Мы кавказская команда. А на Кавказе любят технику. Я думаю, технику болельщики приходят, чтобы увидеть техничный футбол. Они просто так вынесли, там, как в мультфильме в одном, из ворот эти слон и этот обезьяна друг другу мячи дают. Ну, поэтому мое видение это сбалансировано. И атлетизм, и в идеале. Такой еще вопрос тогда, все-таки кого вы считаете за всю историю футбола лучшим футболистом? Лучшим футболистом считаю Марадону. А вот мне Мире. интересно, а почему Марадона, а не Месси? Ведь Месси по всем, вот если, ну, как вот статист могу сказать, что по всем трофеям, по всем всевозможным кубкам, с командным, индивидуальным, Месси его превосходит. Но я был уверен, что вы Марадону назовете. Да, Почему? потому что я не изменяю своим Ну принципам. вот почему он? Я рос на его технике, на его на всем то, что есть Марадона. Я на этом рос. Я хотел подражать. Я хотел, вот, ну, и знаете как. Месси, если бы чемпионом мира не стал, кстати, то навряд ли бы он его перешагнул. Ну, он стал. Да, ну, по титулам, да, но Марадона есть Марадона. Я даже не знаю, как вам вот это объяснить, честно. А что он не сделал один раз чемпионом мира? Сделал. Второй раз он вывел их в финал. Вывел. Один человек. Если бы у него тоже, как у Пеле, были такие подносчики снарядов, он сам тоже снаряды давал. А если бы еще игроки были бы рядом с ним такие, которые бы его прикрывали и закрывали, то, конечно, уже другой футбол бы показывать, другие результаты были бы. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Мы очень долго ждали и очень, как говорится, я и ребятам говорил, что вот сегодня еще говорил. В это сегодня никто не поверит, но вот у меня были ощущения вот в 90-е годы. Если бы мне сказали, что я когда-то буду с Бахвой Тидеевым вот так ладно, говорить, Стас, да. не, я вам серьезно говорю, я бы вот эти десятилетия перелистнул, чтобы это поскорее случилось. Потому Спасибо. что для нас это вы были... Мы в школу приходили, и вот все перемены только о вас говорили. Все только об этом говорили, и кто-то обманывал, придумывал. Там, я вчера Тедеева видел, и вот я понимаю, что он обманывает, но хотелось в это верить. Он мне мяч подарил, и вот это такой, наверное, раз в жизни бывает только. Это Спасибо, именно вот спасибо.